Так, прошу. Ой, это я люблю делать. Сама? Да. Отлично. Как режиссер максимум берет на себя? Отлично. Режиссер должен минимум брать на себя. Минимум? На самом деле, конечно. Он должен быть готов к ответственности, но брать на себя минимум. Потому что если режиссер будет за всех все делать, то тогда все остальные расслабятся и... А расслабляться нельзя? Нельзя ни в коем случае. Есть Все что? должны понимать, что у каждого на площадке, в театре, у каждого должна быть своя функция и миссия. Ведь на школу Загидулина. Все четко, ясно и не поспоришь ни с чем. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях режиссер театра имени Тинчурина Резида Гарипова. Резида, исәнмесез! Я принесла вам такой кулинарный подарок. Так, Резида, ну по цвету очень ярко, очень красиво. Да, я подумала, что для вас. Ой. Слушай, Резида, Бигзур Ахмед, меня, конечно, называли, да, по-разному, но чтобы сразу супер-повар, это очень приятно, Бигзур Ахмед. Резида Гарипова, режиссер театра имени Карима Тинчурина. В 2010 году закончила Казанский государственный университет культуры и искусств, кафедру режиссуры и актерского мастерства, курс заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рашида Загидуллина. В 2012 году по приглашению главного режиссера театра начала работать в театре Тинчурина в качестве ассистента режиссера. И уже в апреле 2013-го осуществила свою первую постановку на профессиональной сцене «Угасшие звезды» по пьесе Карима Тинчурина. В 2014 году поставила спектакль «Чулпан» по пьесе Шарифа Хусаинова, в котором выступила не только как режиссер, но и как автор музыки. Этот опыт продолжила и в последующих работах. В «Третьей комнате живет собака» Рустама Мингалима и «Выйти замуж» Натальи Нестеровой. Кроме этого, Резида Гарипова преподает в Казанском театральном училище, а также в качестве сценариста и режиссера работает над фильмом под рабочим названием «Караван-сарай». Такой прекрасный подарок. Мне кажется, и блюда сегодня, я вот посмотрел, что на столе, тоже будут очень интересными. Да, мы сегодня готовим луковый суп и макароны с грибами и курицей. С какого блюда начнем? Давайте начнем с лукового супа и параллельно попробуем делать макароны, чтобы ну как, я привыкла готовить быстро, потому что времени мало. До того, как муж придет, надо за полчаса. Ну да, для девушки еще же работа, если еще и Да, надо мужа да. покормить. Но я сегодня как смогу, помогу. Давайте. Так, давай задание. Вы режьте лук, потому что я плачу. Ага. Как Сильно. актер, да, как режиссер, я говорю, плачу. Так, как мы режем лук, расскажи мне. Полукольцами мелко? Пополам и дальше. Полукольцами. Отлично. Хорошо. Так, а я буду масло растапливать. Ага. На моей памяти в программе впервые готовлю луковый суп. Ты мне расскажи, вот если курочка, она тоже как бы к супу относится? А курица, мы же отварили бульон. Угу. Вот, этот бульон пойдет в суп, а курица вареная, чтобы не оставалось, продукты не переводить, как раз уйдет в макароны. То есть основа лукового супа – это куриный бульон. Да. Какие еще блюда готовит Резида? Расскажи. Ну, у нас вообще с мужем как бы такое понятие, мы очень любим простые блюда. То есть мы прямо говорим, чем проще, тем вкуснее. Вот. Я не знаю, самое любимое это у нас картошка в мундире и рыба или скумбрия. Вот, с луком, с зеленым, с солью. Надо подарить вам кулинарную книгу, слушай. Ну вот смотрите, сейчас масло растопилось, вот это количество лука кидаем. Достаточно, да? Да, я думаю, достаточно. Кидаем сюда. Вот. И то есть мы немножко сейчас его обжарим, его да? нужно обжарить, причем обжарить до золотистой корочки. Вот, периодически помешивая, чтобы лук карамелизировался. Очень сложное для нас татаров слово карамелизовался. Я сейчас буду тереть сыр. Ты, Руслан, Так. смотри за луком. Так, лук на мне, да? Да. Пожалуйста, терочка. Отлично. Резида, понятно, что вы дома пытаетесь быстро и просто, но блюда из детства какие у тебя любимые? Картошка с грибами. Самая любимая жареная картошка. И картошка в мундире со скумбрией. То есть все-таки скумбрии. У вас, наверное, рыбный магазин рядом был с домом, да, и в детстве, и сейчас? Нет, просто это очень любила бабушка. Это серьезно, это было самое любимое почему-то ее блюдо, она все время готовила. Так, что у нас по рецепту дальше? Сейчас мы обжарим лук.
Ну, сыр. это на самом деле не быстрый процесс, поэтому сейчас лук пока... Оставим? Отложим? Да, нет, да, пока отложим, и можно немного нарезать лука для уже курицы с отдельно, грибами. да? Уже Здесь можно... поменьше уже, да? Резида, но сейчас хочется поговорить о твоей профессии. Все-таки, как понимаешь, когда мне сказали, что придет режиссер Тинчурина, этого замечательного театра, и тут заходит маленькая хрупкая татарская девушка. Да. Резида, как вообще эту профессию выбрали? И как вот являетесь режиссером уже такого большого, любимого нами театра? Ну, то, что я сейчас в этом возрасте работаю в театре, я думаю, что это огромное спасибо главному режиссеру театра. Работаете режиссером, да. Да, актером-то можно работать, мне кажется, и в 10 лет театра. Да, ну это у нас, я говорю, главный режиссер Загидуллин, он, видимо, очень рисковый человек. Вот, раз доверился молодой девушке, вот, и уже год за годом дает и разрешает ставить. Вот, значит, как бы, я очень надеюсь, что пока не передумает. Хорошо, но теперь немножко вернемся в прошлое. С чего все началось? Какие были в детстве мечты? Кстати, я сейчас вторую сковородочку включаю, да? Одновременно. Да. Расскажи, вот с чего все начиналось? О своем детстве немного. С чего все начиналось? Не знаю, но я честно, я не помню там вот этот тот самый отрезок времени, когда я решила стать режиссером, но я так предполагаю, что, скорее всего, это было в школе в начальных классах. Начиная с 1-2 класса я вдруг поняла, что займусь-ка я режиссурой. А я займусь грибами, помогу тебе. Да, давайте. Поступала. Когда, куда и сложно ли было? Поступала я в Институт культуры, и мечтала я туда поступить тоже где-то уже класса 6-го, поэтому... Но при этом никогда ни в какие театральные кружки, ни в какие КВНы, вообще все, что связано с сценой, я никуда не ходила. То есть не было никакого актерского опыта? Нет, абсолютно. Я никогда не хотела быть актрисой. Я до сих пор очень боюсь сцены. Сразу нравилось стоять и управлять актерами, Да, как ты да, не да, здесь, да, плохо да, отыграл. Да, именно так, серьезно. Мне нравилось, мне нравилось разбираться в характерах людей, почему они поступают так, а не так. Резида, ну сколько лет ты уже работаешь в театре Тинчурина? 4 года, да. 4 года. А скажи, насколько сложно вот выбирать актеров для определенной роли? Ну, когда ты работаешь в репертуарном театре с определенной уже готовой труппой, поэтому сейчас уже не сложно, конечно. Это же... А бывает, что актер, которого ты выбрал, не справился с ролью, и потом происходит замена? И как они к этому относятся? Бывают, относятся болезненно, конечно. Это же актеры. Актеры вообще люди очень чувствительные, мне кажется. Вот с ними нужно быть очень аккуратными, осторожными. То есть, мне кажется, вообще, прежде всего, режиссеру нужно быть психологом определенным. Обязательно, иначе никак. Психологом, очень терпеливым человеком, мне кажется. Вот, и меньше эмоциональности, потому что действительно в театре эмоциональны все. Все понятно, понятно. Так, давай расскажем немножко о процессе готовки. Для чего мы режем сейчас грибы? Для какого блюда? А грибы мы сейчас для макарон. То есть у нас же будут макароны с грибами, с курицей. Вот мы сейчас обжариваем лук, кладем туда грибы. И все это немножечко обжариваем и тушим. Но крышкой не закрываем. Не закрываем. Нет. А лук для супа тоже пока у нас... Да, он пока готов. Все это мы делаем на максимальном огне. Резида, расскажи нам, пожалуйста, а как вот поступать в институт на режиссера? Понятно, когда ты поступаешь на актерский, то есть показываешь какие-то этюды, сценки, как проверяют, способен ли ты учиться на режиссера? Я вообще хочу сказать, что всем, кто надумывает поступать на режиссера, вы сначала 25 раз подумайте, хотите вы этого или нет, потому что это абсолютно адский труд, очень тяжелая сфера. То есть это, если вы когда-то занимались КВНом, с темами, театральными постановками, я имею в виду в школе, вот, и считаете, что, ой, можно так же весело проводить время на работе, забудьте об этом профессии. Это все неправда. Да, это абсолютно рядом даже не дожить. Ты это говоришь, боишься конкуренции или это действительно факт? Нет, это действительно так. Вот так вот. Ну, нас набирал Загидуллин, который потом пригласил меня в театр. Вот, то есть я училась у него и этому очень рада, потому что когда ты учишься у режиссера, который практикует, у педагога, который может тебе не просто рассказать, показать, как-то объяснить на своем примере, на своем опыте, это, конечно, огромный плюс. Вот. И причем у нас была такая удивительная группа, у нас были одни девочки. Вот. И, в общем, и выпустились мы очень так все успешно и удачно. Сколько человек в группе было?
Ну, изначально было 21 человек, выпустилось 12. Хорошо, трудоустроено сколько? Вот сейчас работает профессия режиссера. По профессии именно режиссера, по-моему, 3, вот, но все где-то рядом около театральной сферы в любом случае. Добавим сюда масло. Остатки масла. Да. И все, это пусть пока. Так, сейчас я прибавлю немножко здесь плиту. Резида, скажи, пожалуйста, вообще режиссер, конечно, вопрос тебе неуместный. Это женская все-таки профессия или мужская больше? Просто профессия. Резида, предлагаю проверить, что у нас здесь творится с луком, который мы обжаривали в сливочном масле. Сюда надо начинать лить бульон. Бульон, да? Бульон. Тот самый бульон, который мы отварили из нашей курочки заранее. Да, да. Но надо немного. Так, давай помогу. Сколько? Ну вот пока один половник. Огонь еще, да? Огонь убавить, прибавить? Сейчас разберемся. Все, теперь закрыть крышкой. То есть пока не солим, не перчим? Нет. Сейчас я грибочки помешаю. Мы приготовили Мы оставили куриное филе из нашей курочки. Сейчас это все порежем красивенько. И тоже к грибам добавим. Будем как раз сейчас грибочки за это время ужарятся. Да, да. Резида, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям о своих первых постановках во время учебы. Первый спектакль, который я поставила, это была дипломная работа студентов театрального училища. Вот, потому что Рашмул Галеевич тогда преподавал, у него был курс, как раз сегодня это актер Резида Саляхова, Артем Пескунов, Зульфат Закиров, Ильфак Хафизов. Вот, тогда они были студентами, у них был как раз выпускной, и им нужно было сделать дипломный спектакль. Вот, и он предложил попробовать мне. Я тогда на 3-м курсе, мне тогда 20 лет, и, в общем, это было очень страшно, очень-очень. Большой вызов для тебя. Ну да, конечно, и тем более он мне дал очень сложный материал, это Хадид Акташ, «Трагедия сыновей земли». Вот, это стихотворная, ну, это поэма, вот, поэтому на старо-татарском таком ломаном языке. Вот, поэтому, честно говоря, я сначала прочитала 15 раз для того, чтобы вообще понять, о чем речь идет? О чем речь идет. А так как я училась на русском курсе, хотя до этого я училась в татарской школе, вот, но училась на русском курсе, для меня вообще все профессиональные термины, они как бы на русском языке, и уже татарский, он где-то на задний план начал ходить. Вот. И придя работать, а они татарский курс, понятно, что придя работать к ним с этим материалом, я очень сильно боялась, ну как сказать по-русски, облажаться. Но все ведь у тебя получилось? Ну, я не знаю, получилось или нет, но, в общем, мы поставили. И учиться в институте я продолжил. Да, да, меня не выгнали, уже хорошо. Вот, поставили, ребята выпустились, в общем, все было очень даже неплохо, для опыта это было идеально. Потом меня пригласили, был такой молодежный театр «Калейдоскоп», вот, я с ними делала, я тогда вот как раз на 4-м курсе уже училась, я с ними сделала детскую сказку на татарском языке «Приключения Аладдина». Галяведдиннен тылсымлы лампасы. Вот звучит. Татарский ты уже выучила? Да. А дипломная работа, вот это, наверное, серьезное что-то было уже, Ну нет, я имею в виду, как бы, начиная вот с 3-го курса, началась какая-то активная такая практическая часть. И у нас мало кто практиковал. И я до сих пор знаю, что вот ребята, те, которые учились с нами в параллельных потоках, и те, кто младше, редко кто вообще практикует. Вот. И поэтому то, что у меня так получалось практиковать, это вот я набиралась, в общем, опыта только так. Кладем туда курицу. Курицу добавляем гриба. Да. Вот. И после этого я уже принялась за дипломный спектакль свой. Назывался он «Спасение» по пьесе Игоря Корниенко «Человечина». Вот, и это была такая экспериментальная, очень забавная работа. Мы даже попробовали ее поиграть несколько раз в театре на Булаке, тогда он еще только вот начал развиваться. Вот, и в принципе все. Ну вот я имею в виду из то, что было до театра. Потом были какие-то проекты, мы делали «Бибарс-сарай», был такой интересный проект. Вот. Потом у меня был опыт работы с детьми. Ну, обо всем об этом и о том, как дальше готовить наши 2 замечательных блюда, вы узнаете, друзья, после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире. Мы сегодня готовим с молодым, талантливым режиссером Резидой Гариповой. Резида, большое спасибо, что пришли к нам. И самое главное, Резида сегодня приготовил для нас очень классные рецепты. Один из них – это сугуанаши, луковый суп.
И второй, как он у нас называется? Макароны с курицей и грибами. Вот именно, друзья, все очень интересно. Открываем луковый суп аккуратненько. Да, надо открыть крышку. Ой, 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 как же у нас тут лук, посмотри. Как проверить состояние лука и что дальше делать? Ну, нужно надавить, и если остается след, то значит консистенция самая лучшая. Что надо? И нужно опять долить. Вновь добавляем куриный бульон. Да. Сколько пропорций еще? Еще. Так. Ага, и теперь с открытой крышкой это все должно быть. Пока оставляем так. Так, а здесь у нас начинка из куриного филе и шампиньонов. Но, кстати, грибы можно использовать любые, да? Да, да, да. Я как раз в том году в первый раз в жизни начала собирать грибы. Это грибы с прошлого года? Это были свежие шампиньоны. Вот. И, в общем, начиная с этого момента я начала очень активно готовить блюда с грибами именно. Ну, ты знаешь, поэтому. даже в ресторане блюда с грибами сначала оплачиваются, а потом только пробуют. Ну, это ладно. Переходим к макаронам. Да, их надо закинуть в кипящую воду. Ну, в общем, все стандартно. Все стандартно. Но вот сколько варишь макароны, когда они вот сейчас кипят? По времени? Сейчас немного. 2-3 минуты максимум. То есть в нашем рецепте их долго отваривать не надо? Нет, нет, не надо. Я люблю, когда жесткие макароны. Лучше использовать макароны вот, твердых сортов. От них не полнеет. Так, слушай, ну кулинарий ты разбираешься так же отлично, как и в режиссуре. Не, неправда. Что делаем дальше? Вот у нас, кстати, стакан сливок еще остался. Да. Ну, сейчас пусть макароны скипят, и мы потом добавим сюда сливок. Так, а сейчас вот это можно уже вот добавлять. это который, это тот... Суп самый луковый, который суганаше. Вот. Мы добавляем, поливаем в горшочки. Так, я предлагаю сделать это половничком, Да, чтобы не обжечься. Да, да. Кстати, я ставила спектакль о луковом мальчике Чуполлино Суган Малая. Вот она, предыстория этого блюда, друзья. Да-да-да. Вот с чего все началось. Это уже в Тинчурино, да? Да, да, это уже в Тинчурино. Это была первая в моей жизни такая сказка на профессиональной сцене, музыкальная. Вот. Ну, вообще, я вот стараюсь в последнее время использовать музыку в спектакле все больше и больше. Мне как-то понравилось над этим работать. Ну, вообще, первый спектакль, с которого я начала в театре Тинчурино, это «Угасшие звезды». Вот. И мы его сделали музыкальным, с музыкантами, пригласили, набрали их из консерватории. Вот, для них выбили ставки у нас в театре. И, в общем, это был такой первый мой опыт. Вот. И после этого, видимо, меня понесло. Ну, а вообще, вот сами актеры, насколько они относятся вот к молодому режиссеру? Есть что-то, какая-то, я не знаю, грань? Да, или... по-разному, по-разному, по-разному. Мне... вот, кстати, да, если девушки, как бы вы хотите не бояться стареть, идите в режиссуру. То есть режиссеры не стареют, да? Да, сейчас сюда надо добавить бульон еще, вот, и посыпаем все это сыром. То есть и тертый сыр у нас идет тоже Да. в наш супчик. Да, да, да. Сейчас я помешаю макароны. Слушай, ну у нас прям процесс действительно серьезный спектакль ставим. Я никогда в программе столько не работал, поверь мне. И здесь полностью занята вся плита. Долго выбирал, что готовить сегодня? Нет, я серьезно, я готовлю очень мало, не потому что не хочу, а потому что мало очень времени. Итак, мы положили сыр. Да, сверху сыр, сейчас режем. Вот для багет. чего хлеб-то нам нужен. Да, ну смотрите, можно на самом деле брать просто сухари, которые вы сами сделали сушеные, и посыпать их туда. Вот. Можно брать просто черный хлеб любой и сделать просто ренок в духовке. Вот. А можно вот просто взять свежий багет, как здесь, нарезать, ну вот где-то вот как-то вот так, и кладем его туда вовнутрь. Вот Раз. это рецепт, друзья. И вот такое же 2. Слушай, ну отличная кулинарная постановка у нас. Да, Дальше. теперь сюда добавляем немножечко тимьяна. Можно свежего, прям веточки, а можно сушеного, чуть-чуть. Но не совсем. переборщить, главное, да? Да. Ни соли, ни перца, ничего не добавляем. Вот этого будет достаточно. Потому что лук сам, он же выделяет сахар, как бы, правильно? Вот поэтому... Кстати, почему горшочек? Получается, мы в духовке будем луковый суп готовить? Да. Отлично. Чуть-чуть, 5 минут, это буквально для сыра. Дальше, сверху мы опять... Остатки сыра, так, Да. пожалуйста. Не забываем, кстати, помешивать макароны наши. Так, ну они скоро, в принципе, уже приготовятся. Я думаю, что все, да. Так, давай весь сыр.
Отлично. То есть на 5 минут отправляем горшочки в духовку. Чтобы сыр растворился. Да. То есть и потом уже можно будет пробовать. Да. Так, Да, бери, да, да, отправляем в духовочку, открываем аккуратненько. Так. Раз. И 2. Луковый суп. Суга наша. Заранее сварили куриный бульон, нарезанный полукольцами репчатый лук обжарили на растительном масле, добавили немного бульона и томили на медленном огне, пока лук не станет мягким. В небольшой горшочек положили приготовленный лук и немного разбавили бульоном. Далее содержимое горшочка посыпали тертым сыром, выложили 2 ломтика багета, добавили тимьян и сверху снова посыпали сыром. Горшочек закрыли крышкой и поставили в духовку на 5-7 минут. Ну а мы сейчас переходим ко второму блюду. Итак, наши макароны сварились. Что мы с ними делаем? Пока ничего. Пока ничего. Да, Хорошо. добавляем сюда сливки. Сливки чем жирнее, тем лучше. Можно деревенское молоко. Это даже будет идеальнее, чем сливки. Так, перемешиваем. Да, перемешиваем. Так, что сейчас делаем? Сейчас сюда нужно выдавить чеснок. Так, прошу. Ой, это я люблю делать. Сама? Да. Отлично. Как режиссер максимум берет на себя? Отлично. Режиссер должен минимум брать на себя. Минимум? На самом деле, конечно. Он должен быть готов к ответственности, но брать на себя минимум. Потому что если режиссер будет за всех все делать, то тогда все остальные расслабятся и... А расслабляться нельзя? Нельзя ни в коем случае. Есть Все что? должны понимать, что у каждого на площадке, в театре, у каждого должна быть своя функция и миссия. Ведь на школу загидули. Все четко, ясно и не поспоришь ни с чем. Так, перемешиваем чесночок. Да. Вот теперь можно добавить немного соли. Чуть-чуть, да? Да. И? Да. И теперь уже можешь сюда добавлять макароны. Так, макарошки. Да. Расскажи нам немножко про репертуар театра Тинчурина в 2016 году. Вот что ожидает зрителей, которые еще не ходили на спектакль? А в этом году, вот до декабря мы планируем сделать 2 премьеры. Расмул Галеевич будет выпускать спектакль по пьесе Аяза Гилязова «Ефек был-был-кыш». Вот, а я буду делать спектакль по Туфану Минуллина «Актелбе, Парателбе». Все тщательно перемешиваем и на огне уже не держим. Нет, все, на этом все. А это значит, что у нас обе кулинарные постановки готовы, и мы будем пробовать их прямо сейчас. Макароны с курицей и грибами. Нашинкованный репчатый лук обжарили на растительном масле. Затем добавили грибы, а через несколько минут мелко нарезанное куриное филе. Далее выдавили 2 дольки чеснока, приправили специями и залили сливками. Затем в полученный соус добавили отваренные макароны, хорошенько перемешали и томили еще несколько минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными впечатлениями. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Резида, у нас все готово, нужно скорее пробовать. И первое блюдо, и второе, с какого начнем? Суп. Супа. Так, горшочки у нас только что с духовочки, поэтому открываем их аккуратненько. Ой-ой-ой. Как же все это красиво. Так, скорее суп поближе, поближе. Как это все пробуется? Там же еще кусочек хлеба есть. Его не надо вот прям вместе с ним. Ага. Ну-ка. Вот прям. Чтобы хлебушек попал. Да, обязательно. Внимание, друзья, лично я впервые ем луковый суп. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Почти. Вы даже не представляете, насколько вкусным может быть суга наша. Очень клево. Резида, очень вкусный суп, мне он понравился, с удовольствием его доем. Ну а сейчас попробуем наш токмаш, который мы готовили тоже по оригинальному рецепту с грибочками курицы. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Резида, оба блюда у тебя сегодня действительно получились. И самое главное, они были оригинальными, и такого мы не готовили. Спасибо, что сегодня нашла время посетить нас. Я желаю тебе новых творческих успехов. И самое главное, как человеку творческому, чтобы вдохновение никогда не покидало тебя. Спасибо. А я приглашаю вас всех в театр Тинчурина. Приходите на новые премьеры, приходите на постановки, которые уже идут. Я думаю, что для каждого зрителя каждый найдет для себя что-то свое. А если не найдете лишний билетик, то Резида Гарипова всегда вам поможет и уступит свое бесплатное режиссерское место. Да.
Это была программа «Секреты татарской кухни». У нас, как всегда, очень вкусно и очень интересно. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока. Hem faydalı